Республиканский антифашистский форум стал одним из крупнейших мероприятий в Якутии к концу года. Он проводится уже в третий раз и в этом году стартовал под лозунгом «Народ и армия едины». Участниками мероприятий стали не только волонтеры, активисты и представители органов исполнительной власти, но и сами участники боевых действий. Так, в аэропорт Якутска за день до прилетела большая делегация военнослужащих СВО. Это 25 лучших бойцов Восточного военного округа, прибывшие с линии боевого соприкосновения. Эта делегация ребят проходила серьезную подготовку. В своей крайней командировке в зону специальной военной операции мы встречались со всеми ими, рассказывали, что им предстоит. Я думаю, что наши якутяне, многие почувствуют их настрой. Можно задавать вопросы, можно встречаться, можно фотографироваться, можно просто их обнять и прижать к себе. Это то, ради чего они приехали к нам на родину. В день старта форума по всему Якутску открылись различные площадки, на которых проходили десятки мероприятий. Ключевые из них состоялись в музее «Россия. Моя история». Здесь прошла выставка трофейной техники с зоны СВО. Экспозиция представила захваченные российскими военными машины вражеских сил НАТО. Среди них американский бронетранспортер М113, захваченный на южно-донецком направлении, а также французские, финские и украинские бронетранспортеры. Центральное место экспозиции занял наш отечественный танк Т-80. Именно на таком экипаж с позывным «Алеша» совершил свой известный подвиг. Вот она, хваленая западная техника, с помощью которой наши враги попытались поставить нашу страну на колени. Но у них этого не вышло и не выйдет, потому что наши бойцы на передовой самоотверженно защищают нашу страну и громят врага по всей линии фронта. Но если выставка трофейного вооружения показала ратные подвиги, то экспозиция работ фронтовых фотографов нацелена на то, чтобы затронуть совсем другие струны души. Ознакомиться с ней можно было здесь же, в мультимедийном комплексе. Говорил, что я командир минометного взвода на тот момент служил, и в перерывах между боевой работой старался запечатлеть своих сослуживцев, своих боевых товарищей, потому что по-человечески, конечно же, их люблю, каждого, к сожалению, многие из них погибли, и все, что у меня от них осталось, это эти фотографии. Военные корреспонденты показали простой быт солдат. Контраст поражает. Здесь, в Якутске, жизнь идет своим чередом, но там, в зоне боевых действий, пейзажи принимают диаметрально противоположный вид. Такое не может оставить равнодушным. Впечатляет. И самое такое трогательное, что все это действительно есть, это то, что глазами военных изложено для нас, мирных жителей. Грусть, тоска. У нас как раз дедушка служит там. Показывают эмоции на СВО. И очень жаль тех, кто дали жизнь с нашей родине. Такое нужно производить, обязательно делать, чтобы смотрело подрастающее поколение. Дети, чтобы понимали, что их родные отцы сражаются за правду. Свидетелями такого неравнодушного интереса к мероприятиям форума стали сами военные. Так, по словам бойца с позывным «Сёгун», для них участие в форуме имеет большое значение. Здесь участники СВО почувствовали поддержку и любовь своих земляков, а также большую ответственность, возложенную на них сегодня. Чувствуем волнение, так как впервые. И чувствуем поддержку и любовь своих земляков. Это значит. Журналисты, специалисты образовательных и культурных заведений в рамках форума собрались на встрече с федеральными военными корреспондентами. Приглашенные спикеры Ирина Ким и Сергей Гелашвили рассказали об особенностях работы в зоне проведения спецоперации. Работа у них действительно большая. Это в первую очередь ответственность. Опять же, нужно понимать, что наша работа, она связана с некоторыми рисками, именно для военнослужащих. Там нужно налаживать тесные, скажем так, взаимоотношения, чтобы не навредить в первую очередь именно военнослужащим. Не навредить не только военнослужащему, но и прежде всего самому себе. Вот один из постулатов, на котором держится работа военных корреспондентов в зоне боевых действий. Собственно, работы журналистов и показали во время творческой встречи третьего антифашистского форума. Якутские СМИ очень тепло воспринимают вообще третий антифашистский форум. Они очень
всей душой поддерживают идею специальной военной операции. И, насколько я понимаю, они вместе с волонтерами, вместе с участниками спецоперации душой и сердцем, и многих из них мы встречали уже прямо вблизи от передовой. К сожалению, прямо на передовую журналистов не пускают, в том числе даже, может быть, и военкоров самих, непосредственно туда, где рвутся снаряды. Но мы находимся вблизи, мы всегда освещаем ребят, которые находятся чем ближе к передовой, тем лучше. Показ материалов и обсуждения проходящего на поле боя не единственное, что ожидало участников форума. Так, для психологов прошел семинар от офицера Восточного военного округа Антона Полеева. Наши психологи первыми с началом специальной военной операции начали принимать участие по работе по реабилитации, по профилактике и по коррекции психологического состояния самих участников специальной военной операции, а также их близких. Думаю, по всей стране очень остро стоит вопрос реабилитации участников специальной военной операции и анализа влияния того, что происходит. Если военные психологи содействуют бойцам на передовой, то детям защитников Родины в тылу справиться со стрессом помогают школьные психологи. Прошедший во время форума семинар открыл для специалистов новые приемы в борьбе со стрессом. Очень рада, что лектор сам это непосредственно человек-практик, который бывал на передовой. И мы все проявляем интерес. Ожидания очень большие, потому что количество детей, участников военной специальной операции увеличивается по школам, а порой специалисты, педагогический персонал, они не имеют каких-то инструментариев, подходов, техник, технологий. И поэтому мы ожидаем сегодня наполнить свою педагогическую, психологическую копилку. Не обошлось и без помощи семьям участников СВО. Работа была организована в формате официальной встречи и личного приема граждан. Всего участие приняли 65 семей, которые обратились за поддержкой по волнующим вопросам. Некоторые вопросы они сразу, а некоторые по истечении какого-то времени, но вопросы решаются. Конечно, основные волнующие нас вопросы – это вопросы без вести пропавших. Работа по поиску без вести пропавших, конечно, усовершенствуется. Вовлечены все, в том числе и органы исполнительной власти, и общественные институты. Республиканский антифашистский форум завершился громким выступлением. С позитивным посылом на якутской земле жару дала группа «Мы есть мы». В ее рядах только военнослужащие Восточного военного округа. Бодро на барабанах играет генерал-лейтенант Роман Греков. А у микрофона наш герой России Радимир Максимов, недавно присоединившийся к ансамблю. Сами звезды сцены говорят, что и военная карьера, и увлечение музыкой – это все неспроста. Все же идет с детства. То есть 9 мая мы отмечаем парады. С детства, то есть бабушка включала мне вот эти музыку военную, группа Любэ, там Газманов. Я так был наполнен патриотизмом, что решил это подписать, все-таки рискнуть всем. Я понимал, что дело серьезное. И такая преемственность между героями прошлого и настоящего тянется красной нитью через весь антифашистский форум. Все-таки он проходит в год 80-летия Победы. Так же, как мы дорожим памятью о поколении победителей, мы заботимся о тех, кто защищает нашу Родину прямо сейчас. Надо наращивать нашу помощь воинам, чтобы полностью сломить сопротивление украинских нацистов и их наемников. Якутия с первых дней всеми силами поддерживает специальную военную операцию. Мы гордимся нашими земляками, которые достойно продолжают ратные подвиги старшего поколения, показывают себя храбрыми и умелыми воинами. В их числе 12 героев России, сотни награжденных орденами и медалями. На пленарном заседании из рук Айсена Николаева и Романа Грекова участники специальной военной операции получили награды за боевые подвиги. Как признаются герои, поддержку родной республики они чувствуют не только в свете софит, но и на передовой. Вот когда они помогают нам, это прям ощущается конкретно сильно. Прям все завидуют. Вот, другие регионы, да, например, начиная с Амурской области, вот они спрашивают:
А еще можно, да, прописать, например, в Республике Саха-Якутия, например, чтобы стать, вот, гуманитарку получать. Но они тоже вот наблюдают, конечно. Но всем, конечно, раздают, да, вопросов нет насчет этого. Всем раздают. Но в основном то же самое. Вот они же наблюдают, вот, например, глава Якутии, например, Республика Саха-Якутия приезжает и так далее, да, например. Участники форума уверены, победить можно только сплотившись. Не зря лозунг этого года гласит «Народ и армия едины». Мы вместе, это самое главное. Точка приложения всех наших усилий – это человек. Человек, который воюет, человек, который ждет, человек, который гражданин, патриот, человек, который наш. Спасибо вам огромное, низкий поклон антифашистскому форуму к 3-му быть. Разрешите начать подготовку к 4-му. Спасибо. Республиканский антифашистский форум проводится не просто как дань уважения защитникам Отечества прошлого и настоящего. Оно является примером патриотического и духовного воспитания молодежи не только внутри России, но и за ее пределами.